Новая площадь, благоустроенные улицы и парки, обновленные фасады домов и крыш, отреставрированная крепость Нарынкала. Все эти позитивные изменения продемонстрировал Дербент жителям и гостям города в день своего юбилея. Мобилизовали на это полностью правительство Дагестана, город Дербент. Все, что мы могли к этому этапу, сделано. И мы чувствуем огромную ответственность. Я думаю, что завтра с утра будем чувствовать и огромную радость. 2000 лет. Именно столько ученые дают этому древнейшему городу России. Сегодня на улице Дербента вышли несколько тысяч человек. Похвастаться такой годовщиной по всему миру могут лишь около полусотни городов. Очень радостно, что это событие отмечается при нашей жизни. Мы рады. Очень рады, что мы успели такие гости к нам приехали, высокопоставленные, со всего мира. Мы хотим, чтобы наш туристический город развивался больше и больше, чтобы люди всего мира увидели город трех религий. Готовились к такому круглому юбилею в Дербенте около 3 лет. Указ о реставрации города подписал лично президент России Владимир Путин. И по мнению гостей праздника, власти города с поставленной задачей справились. Мы сегодня и походили, посмотрели, пообщались с людьми, и я вам честно могу сказать, что совсем другой взгляд у людей, отношение ко всему. Я думаю, что действительно их настоящий праздник. Это праздник всех горожан, которые живут в этом замечательном городе, в замечательном центре. Не зря говорят, что Дербент – это город, который объединяет нации, народы, религии, культуры. Это на самом деле так. Поэтому, конечно, это наш общий праздник. И люди это почувствовали. Говоря об изменениях, которые сегодня происходят в Дербенте и Дагестане, Лев Кузнецов подчеркнул роль праздника как напоминание о богатой истории региона. Через вот именно такие праздники, не только в Дербенте, а в целом на стране, мы, соприкасаясь с культурой, историей нашей страны, четко можем смотреть, особенно молодежь, в будущее. Понимать те вызовы, те сложности, но самое главное опираться на те традиции, которые были, когда люди разной веры, разных принципов, разных культурных традиций жили вместе, помогали друг другу, воспитывали детей. И самое главное, любили свою страну и делали такие шедевры. Поэтому давайте сделаем так, чтобы вот цивилизация, которая была в предыдущие годы развивалась, мы тоже внесли достойную лепту. На празднование юбилея в Дербент приехали около 40 делегаций из регионов России и зарубежных стран, в том числе Англии, Ирана, Азербайджана и Таджикистана. Дербент по праву считается одним из самых старых городов России. Несомненно, визитная карточка города является цитадель Нарынкала. Со стен крепости открывается великолепный вид на город. Отсюда весь Дербент как на ладони. Именно в Нарынкале, как визитной карточке города, прошло главное событие дня – музыкально-театрализованная хроника тысячелетий «Гончарный круг Дагестана от Дербентской крепости до ворот Кремля». Представление, знакомящее гостей с историей Дербента, состояло из 7 частей, в которых отразились наиболее значимые события истории города. После официальной части российские и зарубежные зрители смогли увидеть музыкальное шоу, а также послушать оркестры симфонических и народных инструментов. На праздничном концерте также выступила участница проекта «Голос», дети Иракда Ханиева, группа «Любе» и другие артисты. Не зря Дербент в России называют Кавказским Иерусалимом. Именно отсюда на территории современной России пришли иудаизм, христианство и ислам, что является предметом гордости народов Дагестана. В Дербенте мы очень часто бываем тут. Это считается как бы самая там гостеприимная земля. Здесь и умеют и гостей встречать, и ухаживать за гостями. И тем более сейчас, когда тогда сделали такой чистый город, и крепость все переделали, все хорошо сделали, поэтому сейчас, конечно, больше внимания будет, больше туристов будет. И мы с гордостью приехали, отмечаем это 200-летие в Дербенте. Действительно, проживающие на этой территории многие народы трепетно сохраняют традиции, приумножают их. И сегодня город предстал во всем своем великолепии. И, конечно, это праздник прежде всего для людей. Мы здесь с самого утра видели очень много народу, приезжих, местных. И, конечно, светлые лица, горящие глаза говорят сами за себя, потому что это действительно очень большой праздник. Праздник в Дербенте прошел, 2000 лет уже исполнилось, а новая площадь, парки и цитадель Нарынкала год от года, по мнению гостей, будет набирать популярность среди туристов. Закончились торжества в Дербенте
праздничным фейерверком. Муслим Ганиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.